Здравствуйте, вы смотрите «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. 100 лет – это много или мало? Для человека это целая жизнь, даже больше, чем жизнь, а для истории всего лишь веха. Но столетие обязательно наполнено важными событиями, которые создает тот самый человек. В общем, если так рассуждать, то сегодня историю создаем мы с вами своими делами и поступками, планами, начинаниями. Какой была Якутия 100 лет назад, как она шла к сегодняшнему дню, а также какой станет, мы сегодня и поговорим. У меня в студии министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Добрый вечер, Юрий Степанович. Добрый вечер. Ну, раз я начала с философского рассуждения, предлагаю вам тоже присоединиться к моему историческо-лирическому настроению и порассуждать немножко о том, как менялась Якутия за 100 лет. Конечно, об этом можно долго говорить, но какие-то вот главные знаковые культурные события, которые в прошлом создали наше настоящее. Ну, это вообще такой вопрос, во-первых, действительно философский, я думаю, что интересный. Наш единственный разговор, если те, которые смотрят, я думаю, что у них тоже сразу возникает спонтанный вопрос, что было 100 лет назад и как мы прожили эти 100 лет. Но я думаю, что это вопрос не только ко мне, вопрос всем, кто смотрит нас и всем, кому вообще, кто сегодня как бы живет в Якутии и общается. Это не так много, но и совсем немало. 100 лет — это вообще такая символическая дата, когда все же говорят на 100%. 100% — это полный результат, 100 лет — это вот объем наполненный. Да, действительно, с 1922 года, с момента тогда, как мы считаем, образовалась Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, было принято решение. Мы вот этот отчет, который сегодня привели, для того, чтобы дать оценку, оценить вот этот длинный путь и, наверное, бросить прогноз вперед, на 100 лет тоже вперед. Я думаю, что день исторический, 27 апреля, когда мы будем отмечать столетие, это будет первый день нового столетия. И все, которые мы сейчас живем, и все, которые будем вовлечены в процесс встречи этого дня, мы уже исторические люди. Мы попадем в большую историю нашей республики. Я бы хотел пожелать каждому жителю нашей республики стараться в этот день быть вовлеченным в этот процесс, быть встроенным в это дело, для того, чтобы сохранить свою историю и создать историю как бы своего существования, своей вовлеченности, своего вклада в развитие, в становление, вообще в жизнь нашей республики. 1922 год, я, будучи, когда работал постоянным представителем Республики в Москве, у меня была такая возможность. Вы так сказали, как будто вы там работали в 1922 году. Нет, вот была 1922 год, видят вот эту красным простым карандашом роспись Иосифа Сталина. С предложением Амосова с одним «М», он пишет, да, согласен, внести на рассмотрение Политбюро. А тогда шли военные действия. И вот эти 6 членов Политбюро, которые вносили, голосовали, мне самому было интересно, опросным путем принимали решение о придании нам статуса автономной республики. 3 человека голосовали на месте, а 3 человека были на разных местах. Владимир Ильич, например, по телефону давал свое согласие, а Троцкий был прямо на передовой линии фронта, и он оттуда телеграфировал, да, что принимает согласие решения вот принятия Якутской автономной тогда вот республики. И все 6 были согласны и согласны? Да, и все 6 согласились с решением, и нам вот потом уже дальше оформляли документы, и к 27 апреля, вот почему мы 27 принимаем решение, оно было оформлено, и мы уже получили такую... Слушайте, а если бы кто-нибудь проголосовал против, они бы большинством решили? Ну вот тут вопрос такой. Или бы 3 были за, я не думаю, против. что тогда вот есть такой принцип, да, единства, когда это не принцип того, что кто-то сказал. Или они нет. уже тогда голосовали да, все единообразно. Я так думаю, что они были подготовлены, впоследствии. каждый был к этому времени уже имел свое собственное мнение, и оно было совпадало. Вот у нас же есть такой момент, когда в Конституцию вносим изменения, работает рабочая группа. И вот этой рабочей группе, если кто-то не согласен, поправка не вносится. Рабочая группа должна прийти к единому мнению для того, чтобы вот эта поправка Конституции, куда во всяком случае есть такая норма. Я руководил однажды этой рабочей группой, когда работал руководителем администрации главы, и вот приходили к такому времени. Хотя в этой рабочей группе состоят разные даже партии. Коммунистическая партия, Единая Россия, Справедливая Россия. Но к знаменателю приходили всегда вместе для того, чтобы внести ту или иную поправку. Поэтому вот принятие решения автономии, оно не могло быть, чтобы кто-то один был против. Но ведь Сибирский ревком мог решить этот вопрос до еще. До этого, да, Сибирский ревком отклонил обращение республики, ну тогда уже, да, как бы отсюда нашего съезда, по-моему, да, съезда обращения, оно долго рассматривалось, муссировалось, обсуждалось, и Верховный орган принял это решение. Да, есть такая у нас история о том, что мы шли, как бы, не просто так вот раньше, с неба упали, решили, что Якутская будет автономной республикой. К этому наши
тех, которых мы сегодня считаем основатели государственности нашей республики, шли через тернии и через трудности, вызовы времени, доказывая необходимость принятия этого решения. Ну вот, к тому, что сибирский ревком, он же мог принять на своем уровне это решение раньше. Нет, Сами он могли. принял Вот, другое а решение. они, значит, да, были да, против. Да, они были против. Но были против не потому, что там что-то не нравится, они были против от того, что еще не подошло время. Считали, что мера ответственности, которую возьмет на себя Якутия, республика, она не справится. Сколько там подготовленных, образованных кадров. Разговор вообще шел об образованности, количестве людей, тех, которые вообще принимают управление республикой. Если так смотреть, членов правительства, которые в то время работали, их же не так много. И они работали в разных должностях. Но решение было принято, и мы доказали о том, что и в то время, 20-е годы, начало тогда столетия, у нас в Якутии хватало образованных управленцев для того, чтобы принимать решения на такого автономного уровня. Хорошо, я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Можно позвонить в студию по номеру 41 12 42 14 39 или отправить обращение в WhatsApp текстом на номер 914 235 0502. Юрий Степанович, круглая, красивая дата, да? Расскажите об исторической личности, ну, из нашей истории, которая вас вдохновляет, о том человеке, которым может гордиться каждый якутянин. Ну, тут вопрос такой, возможно, может быть личный, но я думаю, что если так собрать общее мнение, это вопрос серьезный, хороший. Я бы не мог назвать, наверное, одного человека или одну фамилию, которая вот нас бы как бы всех вот так сплотила. Но, естественно, мы живем в современной Якутии, современной истории республики Саха-Якутия. Буду не я один. Я думаю, что скажет это большинство жителей республики Саха-Якутия. Это, конечно, наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Человек, который как бы создал современную историю нашей Якутии, в которой мы сейчас живем. Он действительно открыл двери, он был первопроходцем. Как бы, когда он вступил в власть, он собрал воедино многие разные мнения для того, чтобы действительно республика была такой, как сегодня. И значение вот этих решений, которые нельзя говорить о том, что Михаил Ефимович сам это придумал. Он собрал эту команду, отворил, что такое управление, принимающее решение, сказать да и принять главное направление. Все, что-то много сегодня сделаем, действительно заложено Михаилом Ефимовичем. Наша отрасль культуры, абсолютно все, если так говорить, ну, не считая некоторые театры, которые были еще до столетия были созданы. В этой столетней истории нашей республики значимость работы Михаила Ефимовича и его вот жизненной энергии, его управленческих решений. Ну и приставка его духовного развития к вашему министерству тоже появилась при Михаиле Ефимовиче. Кто? Духовное развитие. Было же Духовное просто развитие, да, культуры, конечно. Но министерство было создано в 1953 году. Вот, когда оно же было просто Минкультура. но оно дальше как бы развивалось, да, присутствует. Я бы сказал, да, что вот одним из героев. Но я бы не остановился только на Михаиле Ефимовиче. После Михаила Ефимовича у нас Вячеслав Анатольевич Туров. Мне пришлось работать, ну, удалось работать в команде Вячеслава Анатольевича Турова. И я скажу, что это умнейший человек, стратег. Вячеславом Анатольевичем приняты такие стратегические решения развития нашей республики. И это человек, которому хотелось бы подражать, когда Вячеслав Анатольевич дает поручение, он когда дает задание, он знает, как его сделать и как завершить. Вот хотелось бы подражать всем управленцам, руководителям, чтобы когда ты ставишь задачу, которую надо, ты знаешь, какой результат ждешь и к чему движешься. Вот такие решения делают вот действительно, что Вячеслав Анатольевич был действительно очень важным звеном развития нашей республики. Я бы тоже сказал про Егора Афанасьевича Борисова, поскольку я тоже работал в команде Егора Афанасьевича Борисова. И те стратегические задачи, которые продолжены были после Михаила Ефимовича, про Вячеслава Анатольевича Турова, Егор Афанасьевич продолжил. Но при Егоре Афанасьевиче, просто скажу такой вот, как жизненный такой опыт, да, было принято решение правительства Российской Федерации об приватизации акционерной компании «Алроса». Я еще не видел в жизни такого опыта, когда наш руководитель республики отменили решение правительства Российской Федерации. Принято, оформленное с номером, решение было отменено Владимиром Владимировичем Путиным по настоянию руководства Республики Саха-Якутия во главе Егора Афанасьевича Борисова. Это, я считаю, что подвиг. А вот Михаил Ефимович, если уж говорить о том, что основу все-таки стержневую нашей «Алроса» составляет «Алроса» Якутии, это, если уж как цитировать, да, это действительно наша священная корова, благодаря которой мы сегодня развиваемся, планируем, прогнозируем. Оно было открыто заложено Михаилом Ефимовичем, продолжено ее развитие Штуровым, а защищено Егором Афанасьевичем Борисовым. И сегодня Алексей Сергеевич вот эту стезю, эту линию всех тех, которые у него были, он продолжает его держать как человек молодой, нового поколения, но мыслящий так же, как ответственный. Я сказал бы, что историческая личность, это у нас сегодня, это даже мера ответственности каждого из нас за судьбу своей Якутии. Я думаю, вот пример подражания, когда сказать «да», когда сказать «нет», историческая миссия каждого из нас вот заложена в этом.
Спасибо. Но вы когда на первый вопрос отвечали, сказали, что все должны быть вовлечены в столетие, старайтесь увлекаться. Вот что 27-го такого будет, куда увлекаться? Культурных мероприятий, я имею в виду. Я не зря даже говорил, что Михаилом Ефимовичем, со всеми руководителями республики я сегодня общаюсь. С Арсением Сергеевичем под его руководством работаю, с Егором Афанасьевичем общаюсь как сенатором, Вячеславом Анатольевичем общаемся тоже при встрече как руководителем, как государственным советником. Михаил Ефимович звонит из Москвы и дает поручение. Вот слово «вовлеченность», чтобы каждый житель, каждая семья чувствовала этот праздник как праздник своей семьи, личность, это не мои слова, это Михаил Ефимович меня вдолбил. Сказал: Юрий Степанович, надо так работать всей Якутии республики, чтобы этот праздник был каждой семьи, каждого человека вовлеченный. Ну, общую масштабную задачу, если меня спросят главное событие, которое произойдет 27 апреля, я скажу, что это наш большой осохай, добун огохай. Принято сегодня решение оргкомитетом, главой республики о том, что ровно 15:00 глава республики откроет наш большой осохай. И осохай, мы, якутский, наш торжественный танец, рюгюнькютин, станцуем по всей республике, во всех районных центрах, ровно в 15:00 и на Комсомольской площади в городе Якутске. Вот это будет историческое событие. Я Это будет уверен, общий, не только да. мужской? Нет, это не мужской, это общий Вот. осохай праздничный якутский. Мы его заготовили, что наши Андархан, это Ачилербит, они начнут, Иванов, Черноградский, Харунов, это будут первые те, которые им дано право спеть первую песню нашего осохая, которая войдет в историю нашей республики и будущую столетнюю историю. Они будут зачинатели основного большого хоровода, который якуты мы всегда танцуем, канун нашего, скажем, самого высокого такого события. Да? Мы организуем несколько кругов, для того, чтобы кругов, я уверен, будет много. Я думаю, что, может быть, даже не поместимся в этой Комсомольской площади, но это будет одно из самых главных, основных. Ну, остальные все события, многие будут проходить на улице, для того, чтобы все были охвачены торжеством этого события. Поэтому будьте на улицах своего города, Якутска, для того, чтобы вовлечены в шествие, в осохай. Ну и в 7 часов мы еще откроем большой праздничный концерт. Будет очень яркий концерт, который завершится большим салютом праздничным. То есть 27-го, это выходной день для нашей республики, это будет действительно праздник на улице. А концерт будет тоже на улице? Да, концерт будет на улице. 7 часов вечера. Но я еще забыл о том, что в 10 утра мы его откроем в выставке «Моя история», поскольку столетний юбилей республики – это все-таки книга истории. Это каждый день нашей истории. Поэтому он похож на историю, книгу-историю. Это праздник истории. Мы его откроем мультимедийным шоу «Путь аллея», но прежде мы пройдемся сначала современной истории Якутии, трехтомник, который вышел на базе этого трехтомника, откроется выставка современной истории Якутии, мультимедийное шоу как бы «Путь аллея», именные алмазы и архивные документы. То есть мы открыли сначала выставку архивных документов, они уже у нас работают, и последовательно как бы наделяем общие события, наполняем содержанием. 27-го оно будет полностью наполнено, и мы станцуем осох. Ну и, значит, жители республики могут каждый выходить на площади своих городов, своих. Да, будет организовано своих сел. управлениями культуры, главами муниципальных образований. Вот Значит, этот праздничный осохай пройдет по всей Якутии. 3 часа по всей Якутии. 3 часа по всей А там, Якутии. где разница во времени, они в 3 по своему выйдут или с нами вместе? Я думаю, что по якутскому времени все выйдут. Ага, хорошо. А концерт на улице где? Тоже на Комсомольской площади Там же, мы да? установим праздничную такую арену и сделаем там большой, действительно интересный концерт силами всех наших коллективов, которые востребованы. Это будет и Государственная филармония, это будет ансамбль Государственной Туймада, это будет театр эстрады нашей республики. Ну и в районах, наверное, тоже будут концерты, да, уличные? Конечно, это событие не пройдет даром. Мы обязательно 27 апреля как политическое событие день рождения отметим, но в районах максимально возможные мероприятия пройдут, как в этом году, в столетние эсэхи. Это как бы, больше всех как собирают. Они в рамках вот этих событий 18-19 во всех районах и муниципальных образованиях нашей республики пройдут как столетние праздничные события. Угу. Про музей России «Моя история» сказали, про мультимедийную постановку сказали, а в театрах к столетию наверняка же тоже что-то. Мы к столетию обосновали и репертуарный план раскидали по всему году. 27-го мы не будем делать представлений. 27-го это мероприятие все будут вот такого масштабного, общего характера. Осохай, концерт на улице, театры в этот день. Постановок не будет. Постановки мы уже сейчас ведем. Вот 22-го начнем, 24-го у нас огромное количество спектаклей репертуарных стоит. Но в рамках
года юбилея столетнего специально подготовленный репертуар Саха-театра. Да? Марыкчан и Чаттары, наверное, многие сходили, посмотрели. Это по произведению Эрели Гористина. Это вот наша история, как образовывалась советская власть. Сергей Потапов его поставил. Я думаю, что постановка интересная. Это не просто экранизация событий Эрели Гористина. И Сергей Потапов, как молодой, интересный режиссер, всегда вставляет свое же видение. Режиссер там поставил тоже интересно. Я думаю, что надо всем сходить, потому что когда режиссер что-то ставит, он не проходит незамеченным. Действительно, финал спектакля достаточно интересный, философский, мысленный. Говорит о том, что советская власть, когда пришла, на самом деле отражение было веры церковь. Да? Церковь, вот он так и показывает символически, какое отношение к церкви. Там обрезается прямо, голова падает. Ну а потом мавзолей, где у нас Ленин, советская власть, но при этом якутский народ сохранил свое языческое, но свое вот сертом, да, свое внимание. Наши Сергей, наша вера, мы сохранили свой эссе же. И то есть, что вот он, его рассказ не просто это дань, скажем, Эрели Гористина Марыкчан Чаттары, да? Это герои своего поколения. Это люди, которые сделали революцию, делали которые наши 70 лет счастливой коммунистической, социалистической жизни. И сегодня, сохраняя сквозь это Сергей Потапов, что мы, якуты, пронесли свою веру. Языческую, правда, веру. Но вот этот эссе, который сегодня у нас есть, эссе Холонко, который мы дальше пошли, оно живет с нами, несмотря на все периоды жизни. Вот столетний юбилей даже, да, мы говорим, издалека ведь протащили вот это, и он как бы проходит через многие столетия. Ну, я Сергея очень люблю как режиссера. И, кстати, когда брала у него интервью, спросила, что вот определение «молодой», которое к тебе приклеилось, оно не мешает ли? Он говорит, я уже не молодой, ему 46 лет. Это уже даже по нынешним всем меркам уже это зрелый и маститый режиссер. Да, это человек, который можно тоже назвать вот историческая личность, который живет, наш современник, даже не историческая личность, Сергей Потапов, это который раздвигает имидж Республики Саха-Якутия. В этом году нас пригласили на Потапов фест. Вот такого нету. Это Псков, филиал Александринского театра национального, поставил спектакль и собрал со всех спектаклей, которые Сергей ставил в Татарстане, в Пскове, еще забыл в каком-то городе. Это вот 4 спектакля, и мы отсюда отправили театр. 4 спектакля собрались, и 4 спектакля Сергея в одну неделю проводили в Пскове. Они все знают в Пскове, например, кто-то знает, что кто Сергей Потапов и кто такой режиссер из Якутии. То есть Сергей сегодня раздвигает границы, которые в свое время Андрей Савич, скажем, бурно взорвал, да, театральное сообщество России, тогда Советского Союза. Мы все якуты, стали Якутск, действительно театральный город. И вот Потапов сегодня продолжает и завоевывает признание, там, скажем, сегодняшнего взгляда театрального сообщества. Это очень важно. Ладно, хорошо, у нас день рождения все-таки республики, а не Сергея Потапова. Тут зритель спрашивает, что в Якутске с гастролями будет большой театр, мама хочет попасть, но переживает, что билетов не будет в продаже. Подскажите, как заранее приобрести билеты? Ну вот с мамой сложнее, но если захотят, я думаю, что попадут, потому что я буквально знаю эту тему, потому что Большой театр подтвердил 23, 24 и 25 сентября 3 спектакля будут на сцене нашего театра оперы и балета. Действительно, нам бы хотелось, чтобы театр оперы был большой, и чтобы вмещалось туда не 700 человек, да, а 1500. Билеты начнем продавать в августе. Билеты в онлайн-продаже поступят уже в августе, будем продавать для того, чтобы успеть. Но кроме Большого театра я хотел бы анонсировать о том, что в дни ИСЭХа с 22, с 23 июня по 26 июня у нас в Якутске вообще будет театральная площадка, полная театральная площадка. К нам приедет с великолепным спектаклем «Женитьба», Фокинским, Валерия Фокина спектаклем, Александринский театр. Мы 2 дня его покажем, 24 и 25. Приморский драматический театр приедет к нам в гастроли с 17 аж июня по 26. Русский академический театр будет спектаклями наполнен Владивостокской Большого драматического театра. И театр оперы и балета. В эти дни мы предоставим к нам приедет Республика Татарстан. Драматический спектакль Буинского спектакля театра и гала-концерт мастеров искусств Татарстана. Все наполнено. Сентябрь – Большой театр. В этом году еще со 2 по 8 июня чувствуется, что они у нас в пандемию пройдет посидели. Поле золота проводит фестиваль территории, учитывая то, что нам 100 лет, именно на площадке якутских театров. То есть весь июнь все наши театры ждут вас, коллеги. Все приходите в гости, друзья. То есть не то, что сезон закрыт, а все наоборот, самое интересное будет происходить. А мы в июле, в августе вот закроемся, а остальное время вот бух-бух-бух. Мы полностью будем работать. Я думаю, что вообще фурор будет здесь. Ну да, и зрители соскучились Июнь во время будет, пандемии июнь, по да, театрам. конкретно театральный. Это точно. А про музеи? С музеями у нас еще лучше.
Мы проводим сейчас аукционное мероприятие для того, чтобы с 1 июня вот НХМ у нас отремонтируется, парадная зона 27 апреля уже будет открыта, будем заходить уже с площади Ленина. Там откроет свои двери Третьяковская галерея. Это самое важное событие. 56 картин, известнейших картин, которые, я думаю, что будет очередь стоять в Третьяковскую галерею НХМ. Благодаря поддержке правительства, главы нашей республики, в этом году нам действительно очень много помогли с конца этого года финансово для того, чтобы провести Третьяковскую галерею, надо отремонтировать свой музей, чтобы там температурный режим, климат, контроль. У нас сейчас стоят там самые передовые, успели, кстати, до всех событий санкций закупиться. Там у нас стоит и в галерее зарубежное искусство за счет федеральных денег, а здесь за счет своих денег у нас стоят климат-контроли, соответствующие для того, чтобы даже Третьяковская галерея к нам приехала, привезла свои картины. Так что у нас Приморская стоит уже, Фландрия и Голландия век, да, галерея зарубежного искусства, а Третьяковскую привезем. Еще к нам приедет большой рекламу, видите, да, на площади стоит, да, по линии Комдрагмета и Минфина, большой исторический музей, который, вот, в смысле, Гохрановский музей приедет. Сокровищница. Там, да, сокровищница будет выставлена, очень уникальная. Мы его 27 апреля, как раз глава его откроет. То есть и Большой театр, и Так, Третьяковская я думаю, что галерея, вообще мы и будем корона полное Российской событие. империи. Театры открыты, корона Российской империи, музеи все ждут гостей. Музей современной истории, я думаю, что валом мы должны, все школьники должны посмотреть эти все экспозиции. Современной истории Якутии, Путь Илляя, они очень интересные, архивные данные. Современный музей «Моя история» будет работать очень активно в этом году. Кстати, вот насчет школьников, Пушкинская карта, как ее, где получить? Очень серьезное дело, оно будет иметь продолжение, очень правильное решение, действительно. Оно И почему инициировано, только с 14 лет? Инициировано самим Владимиром Путиным, нашим президентом. Нет, это круто, но почему с 14? У меня вот дочке 12, я бы тоже хотела, чтобы она... Но я думаю, что предложение можно отправлять, но пока принято решение с 14 до 23 лет. У нас есть некоторые ограничения, вот даже по Пушкинской карте мы пускаем 16 лет. Некоторые спектакли у нас 16+. Но они попадают в Пушкинскую карту, но туда ходят 16 до 23 лет. Если идет разговор, чтобы ходили с 12 лет или с 13 лет, ну, наверное, предложение может рассматриваться. Сегодня страна рассматривает, детские чтобы спектакли, Пушкинская карта, это все-таки выставки. это льготы, да? Это государство финансирует до 5000 рублей молодому подрастающему поколению, чтобы он вырос в тренде всех этих событий. Патриотом своей родины, знал отечественное кино. 2000 у нас можно платить за кинотеатры, на киносеансы посещения, 3000 до посещения выставок и театров. Сейчас идет разговор о том, чтобы поддержать людей пенсионного возраста. Старшее поколение тоже нуждается в помощи, это как социальное направление. Да. Возможно, Пушкинская карта вот скоро наполнится тем, чтобы наше старшее возрастное поколение тоже будет пользоваться именно Пушкинской картой. Но мы пошли дальше, мы же как бы Якутия, субъект такой активный, и сегодня Алмаз-Эргенбанк, Министерством культуры, мы все отрабатываем вещи, что вот карта жителя Якутии, она была синхронизирована каким-то образом Пушкинской картой. Мы обращение уже отправили в Министерство культуры Российской Федерации, но при стечении обстоятельств восприятия, я думаю, что субъекты должны расширить эту карту. Да? Возможно, у нас появятся собственные свои ресурсы для того, чтобы поддерживать, там, скажем, у нас не будет Пушкинская карта, а будет карта Аюнский, например, да? Тоже интересно, да? Ну, вообще мы хотели в условиях вот сегодняшних продолжения санкций нашей отрасли больше всего кинопрокат пострадал, да? Поддержать свои кинотеатры для того, чтобы кинотеатры не ушли в небытие. Мы согласны с тем, что с бизнесом проблемы, кино, театрах. Кинопроизводство у нас глава и правительство всегда поддерживает, будем дальше поддерживать для того, чтобы якутские фильмы поддерживались. Мы питчинги проводили в 2020 году, в 2021 году. У нас есть на прокат выходящие фильмы 2022-2023 года. Если в этом году тоже проведем, финансируем частные наши кинокомпании, частных наших кинорежиссеров, то значит мы закроем уже 2024 год. Мы находили собственные средства, республика, для того, чтобы у нас хотя бы в год по одному государственному фильму финансировалось и сделалось. «Холодное золото», последний вот этот финал, Тыгын Дархан, который всех ошеломил и сегодня продолжает. Это же есть наше успешное владение. Все же говорят феномен якутское кино, они же говорят не потому, что там, а потому, что есть еще благодарный зритель и потому, что есть интересное якутское кино. Да, действительно, кино это герой нашего поколения, вот последнего десятилетия нашего Вот кинотеатры, вы думаете, они на одном якутском кино смогут продержаться? Думаю, что нет. Они будут все будем искать другие пути для того, чтобы появились разные или у нас появятся, кроме голливудских, там какие-нибудь, я не знаю. Болливуд появится, индийское кино появится. Есть разговор для того, чтобы китайское уже в России, наверное, да, дублировать китайское кино, организовать дубляж этого корейского кино. Почему бы нет? Но вот это направление кино, да, оно же как бы не может закрыться и умереть. Оно будет искать какие-то выходы, щели для того, чтобы свое развитие. Сегодня идет
поиск направлений для того, чтобы Россия была наполнена, скажем, другим направлением, чем блокбастеры Соединенных Штатов Америки. Но якутское кино для нашей республики, маленькой республики, у нас же прокат небольшой, но свой, он является спасением. Он действительно замещает какую-то часть того, что нет других субъектов. Мы включили 14 наших фильмов в реестр Пушкинской карты Российской Федерации. И мы будем продолжать каждый месяц. В этот буквально сегодня проводили экспертный совет, мы включили 4 наших новых фильма. Один из них вот «Бюгün Былыр» отправили в Москву. Я думаю, что в течение этой недели Пушкинской карты можно будет посмотреть новый фильм «Бюгün Былыр». Скоро ребята еще выпустят «Не хороните без Ивана, меня без Ивана». Это совместно тоже наш фильм. Кстати, это фильм, который первый получил грант Российской Федерации, российского бюджета. Фильм, который выйдет на экраны, это «Охота на севере», который тоже очень интересный фильм. И еще 4-й фильм, сейчас не назову, но в целом. Еще в нашей филии «Белый ангел тундры», уже прокатное удостоверение, есть фильмы, которые получили, ждут удобного для того, чтобы войти в наш прокат. Я думаю, что мы заживем своей частью якутское кино вот в ближайшие месяцы, когда кинотеатры тоже наполнятся зрителями. А вот что эта история, ну, раз про кино заговорили, что это за история с фильмом «Нучча», что давайте его не будем показывать? Ой, с кинофильмом «Нучча» это даже не история. Вот люди обратились, то есть есть две точки зрения. Министерство культуры, мы поступили здесь модератором. Выслушали две стороны. Но принятие решения, почему прокат, это не дело рук Министерства культуры, это в целом общее состояние общества сегодня у нас в стране. Оно немножко приостановлено. «Нучча» появится на экране. Но чуть погодя, скажем, определенное время. Это не наши походки этого вещей. Но в целом мы сегодня знаем, да, состояние в республике, в Российской Федерации в целом. Это вот, как скажем, погода не дома в Якутии. Это общероссийская тенденция сегодня найти подходы для того, чтобы такие фильмы были правильно восприняты. И вообще, сейчас я уверен, что тренд кино будет не фестивальное кино, да, а больше разножанровое, которое хорошо воспринимается легко. Зрителями. Да, зрителям. Я думаю, что разножанровые фильмы нам надо будет сейчас наполнять, забивать тот рынок, который немножко ушел в сторону. А про фильмы к столетию расскажите. Фильмы столетию у нас по программе, которую Юрий Петрович Трутнев, кстати, утвердил, очень хорошо нам помог. Мы ежегодно по 15 миллионов рублей сумму денег предусматриваем на создание документальных фильмов. Они начали выходить, и эти фильмы у нас сегодня есть готовые, очень интересно. Национальная вещательная компания весь год будет это все транслировать, показывать. Документальные фильмы мы анонсируем в кинотеатре «Лена» и в кинотеатре «Центральный». Буквально вчера анонсировали фильм «Аюнский», да, Платон Аюнский вышел. И Сидор Барахов будет идти по национальной вещательной компании. Про Максима Амосова мы покажем его 26-го в Хатыреке в целом, а анонсируется он будет идти уже дальше 27-го. 26-го также мы вечером покажем фильм, который Никита Аржаков снял по сценарию Василия Харысхала. Харысхала с нами нет, но тем не менее фильм хорошо получился. Он так и называется «100 лет мечты». Это наша история столетняя. Я думаю, что фильм будет иметь успех, и мы будем показывать и в районах нашей республики, и в школьной программе, для того, чтобы он действительно, правильный художественный показ документальных событий, он сегодня востребован в тренде. Я бы даже вспомнил Ваню Ивана Кривогорница, который создал фильм, который называется «100 лет якутского кино». Это тоже к столетию посвященный, в прошлом году вышел. Это очень такой хрестоматийный, правильный. Благодаря этому, я думаю, что любой не знающий человек знает, когда был показан первый фильм «Якутский». Я, например, тоже увидел, что 30 ноября в Якутске был показан первый фильм вообще. И эти события, которые делают. Любое документальное кино – это познавательное кино, это полезное кино. Кино, которое мы черпаем информацию. А по столетию, то, что мы… Фильмы, которые, характера, которые показываем сегодня, все фильмы, они на самом деле у нас в Республике Саха-Якутия появляются и имеют отношение к нашей этой столетней истории. Даже любые художественные. Даже то «Холодное золото», которое мы показывали к столетию образования органов НКВД, это тоже наша столетняя история. В общем, да. Вы упоминали про мультимедийную экспозицию «Путь Иллея», геокультурные образы. Можно подробнее еще, что там такое? Ой, подробно я не расскажу. Надо прийти туда всем. Оно будет идти всего 20-25 минут. Очень интересное шоу. Это как зайти и получить всю информацию вокруг. Информация в этом мультимедийном шоу будет идти не так первое, второе, третье, четвертое. Оно будет идти раз и все вокруг. Это действительно мультимедийное шоу, которое тебе дает понимание того, кто есть ты на самом деле.
живущий в Якутии человек. Это баснословная подача материала, которую я не могу руками пересказать. Ну, как бы, да, оглавление книги начинается вот так. Но оно так и называется, да, от Элея до сегодняшних времен. Примерно так понять. И я думаю, что все, которые примут участие, и в этом выставка будет работать до декабря этого года полностью. До 27-го откроете, а до конца откроем года и будет. будем постоянно его показывать. Да. И там нужно будет просто приходить, и каждые 25 Мы минут постараемся она вот так первые вот, дни, да, вот будет или как? 27, 28, 29 сделаем график посещения, чтобы не было столпотворения. А дальше будем работать со школами города Якутска, с другими, ну, управлением образования, для того, чтобы был график. Да, вот, например, если из Бердикстяха или из Покровска группа переезжает, мы будем делать для них специально вот такие, как сказать, часы просмотра экскурсий. Я думаю, что музей «Моя история» приложит много усилий для того, чтобы организовано было вот без всякого, там, скажем, столпотворения посещения этих выставок. Ну и у нас 22-й год в Якутии, это не только год столетия, но и год матери. Расскажите о какой-нибудь выдающейся женщине, о той, чья история может вдохновлять. Ну, выдающая женщина для каждого из нас — это его мама. Да, это моя мама, да. Это для каждого из нас, наверное, я благодарный сын своей матери, Куприяновой, Клары Митрофановны. К сожалению, мамы с нами сейчас нету, но тем не менее, вот вся благодарность или в год матери, я, конечно, я думаю, что все мы благодарны главе нашей республики Арсению Сергеевичу за объявленное вот такое чувство благодарного отношения к матерям, да, к женщине, матери. Это очень хорошее направление, благодарное направление. Даже не знаю, каких слов подобрать для того, чтобы, потому что мама действительно это есть святое, святая женщина. Это все хорошее, которое в человеке живет, это, наверное, от мамы. Мама — человек, который нам подарил жизнь. Это же всегда же говорит, что чудо, которое есть на свете, это есть рождение человека. А его творцом является женщина, мама. Вот этот, думаю, что это начало, которое поддерживается. Но выдающихся женщин у нас в республике за эти годы, 100 лет, огромное количество. Женщина действительно очень серьезная, сильная личность, которая способна вообще двигать и управлять историческими процессами. Правильно же? Мы же и целую плеяду руководителей республики имеем в лице женского такого большого коллектива, которых уважаемых. Но если говорить даже вот про Министерство культуры, которое утром, я проходя мимо, я по счету, получается, 9-й министр культуры Республики Саха-Якутия. Вот 8 моих коллег портретов висят, и Светлана Ефимовна Николаева, человек, которым действительно я ее и при жизни знал, гордимся, светлый образ, вот действительно достойный уважения такой человек, прекрасный человек, который вот продолжает жить у нас среди управленцев Министерства культуры. Ну а тех, которые руководители республики, это Овчинникова, как бы начиная, да, всех, ну, от Софьи Сидорова, если начинать говорить о том, что, да, действительно, в год матери уместно вспомнить всех женщин, которые действительно, во-первых, прекрасные люди, надежные друзья, сильные товарищи, опытные управленцы, ну и вообще они все чьи-то матери же. Вот это есть мать, это, наверное, начало. Ну, говоря о мамах, нельзя не вспомнить о детях. Вот как детей все-таки привлекать к празднованию исторической даты, к пониманию истории? Ну как, для этого у нас есть, во-первых, школа, для этого есть мы, для этого есть родители. Я думаю, что возьмем за руку и вместе пойдем праздновать шествие или вовлеченность в это событие, как это слово, да, такое делать. А с другой То есть стороны, на Сохо с детьми идти, предлагаете? На улицу, да, обязательно, на все события. Я стараюсь ходить теперь уже не с детьми, потому что дети мои это уже взрослые люди, я хожу с внуками, в театр хожу с внуками, в цирк хожу с внуками. Ну, это вовлекая не в праздник столетия, а вот это в нашу жизнь. Столетие и праздник — это является нашей жизнью, правильно? Это часы и сутки нашей жизни, и каждый день, каждое время старшее поколение, мы своих туда приносим своим личным примером. И тем, что мы вот их как бы вовлекаем, мягко скажем, почти за руки. Я с внуком, когда он маленький был, уже ходил на парады 1 мая и Бессмертный полк. Я всегда хожу с внуком на парад. Он теперь знает, кто у него прадед, который погиб в годы Великой Отечественной войны на Ржевской земле. Это же есть вовлеченность и в эту историю, в эту жизнь. Он знает, кто такой патриот своей страны. Это главное же, наверное. А в театр, когда идете вместе с внуком, это вообще нечто. Для него другое совершенно восприятие. И обсуждение бывает очень интересным. Но это все-таки задача родителей, семьи или школы? Ну, наверное, вот наше поколение советского, вот мы комсомольцы, мы работали во всех этих управленческих реформ местах, мы действительно детей мало видели.
Мы все время были на работе. Я вечером приходил, дети уже, мягко скажем, уже готовили Вы уроки, думаете, мы ложились спать. детей Да. чаще видим? Да и, ой, не знаю, но во всяком случае, а внуков я вижу чаще, да, когда, потому что вот дедушки воспитывают внуков, наверное, а детей воспитывают наши родители, наверное, воспитывали. Поэтому дети — это другого понимания, это уже наши, как сказать, партнеры, с которыми общаемся, а внуки — это те, которых вот пытаемся сегодня воспитать. Ну что ж, теперь можете обратиться к телезрителям, поздравить их с наступающим праздником. Хочу всех, кто сегодня нас смотрит, всех жителей нашей республики, поздравить с наступающим Днем Республики. Это действительно историческое событие. И то, что мы сегодня живем в Якутии, и этот день будем в Якутске, в городах и селах нашей республики, для нас является действительно счастливым историческим моментом. Не упустите его, возьмитесь за руки и обязательно выйдите на улицу для того, чтобы насытиться энергией этого праздника, энергией и силой нашего желания жить лучше в нашей республике Саха-Якутия. С праздником! Спасибо, Юрий Степанович. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Некоторые вопросы нам помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Ну что ж, смотрите нас по будням в 19:15, расскажем, чем живет Якутия.